Главные события среды 27 марта в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале коротко о темах. В Якутии из-за схода лавины временно закрыто движение на участке трассы Колыма. На участок направлена дорожная техника для расчистки снежной массы. За 2 года мошенники обманули жителей Якутии почти на 1,5 миллиарда рублей. Причем пенсионеры оказываются пострадавшими в каждом 5-м случае. Нерюнгринскую больницу обновляют в рамках реализации мастер-плана развития города. Общая сумма всех работ мастер-плана превысила 113 миллиардов рублей. Спортивные состязания, где размер далеко не самое главное. Впервые в республике стартовал кубок по гонкам дронов. Ну а алданские лыжники поборолись не в скорости, а в технике. Там прошли состязания по специальному слалому. Движение для всех видов транспорта ограничено на участке федеральной автодороги Колыма в Якутии из-за схода снежной массы. По информации регионального Минтранса, закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке от села Теплый Ключ, 478 километр, до поселка Уснера, 963 километр. В настоящее время направлена дорожная техника для расчистки снежной массы и восстановления движения. Дорожными службами организовано круглосуточное дежурство дорожной техники. Стояночные места для водителей расположены на 552, 596 и 728 километрах. В Тампонском и Аймиконском районах выставлены аншлаги, организованы места для стоянки автотранспорта и пункты питания в различных населенных пунктах. Скопление автотранспорта на данный момент не наблюдается. За 2 года мошенники обманули жителей Якутии почти на 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили во время круглого стола по вопросам защиты прав граждан от преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Организатором выступила прокуратура республики. Бытует мнение, что чаще всего пенсионеры становятся жертвами мошенников. Однако анализ уголовных дел показывает, что пенсионеры являются потерпевшими только в каждом 5-м случае. В большинстве же случаев потерпевшими выступают лица трудоспособного возраста, имеющие постоянный источник дохода. Основные способы мошенничества – это звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов ФСБ, МВД или Центробанка с данными о проведении спецоперации, о необходимости перевода денежных средств на безопасные счета, о том, что на имя потерпевших оформляются кредиты, либо их накопление находится в опасности. Также второй способ основной мошенничества – это предложение заработка на инвестициях либо криптовалюте. По линии Министерства образования дети военнослужащих участников специальной военной операции имеют ряд льгот и мер поддержки. В том числе получение бесплатного горячего питания в образовательных учреждениях, бесплатные транспортные карты для проезда на общественном транспорте. Также дети участников СВО имеют право на приоритетное зачисление в дошкольное образовательное учреждение и школы. С 1 апреля по 30 июня включительно пройдет первый этап записи школьников в 1 класс. Записать ребенка в школу можно как в самом учебном заведении, так и воспользоваться порталом государственных услуг. Территории играет первостепенную роль, а также наличие определенных льгот. Дети СВО также являются льготной категорией, они приравнены к военнослужащим, то есть при отметке, при заполнении заявления они будут в первоочередном порядке зачисляться в образовательные учреждения в 1 классы. В Ленске корзина для своих теперь появилась и в строительном магазине. Напомню, месяц назад корзинки были установлены в 5 аптеках города. В них посетители могут положить лекарственные препараты для ребят, находящихся в зоне СВО. Акция была инициирована коллективом 3-й городской школы. Стартовала она довольно неплохо, поэтому ее границы было решено расширить. Продолжит тему Светлана Балеева. Акция «Корзина для своих» работает уже больше месяца. Первое время она действовала только в аптеках города. Но организаторы с самого начала вынашивали мысль расширить ее границы. В зоне СВО на данный момент огромная потребность в строительных материалах. Поэтому теперь появились корзины именно в этих магазинах. Первым, кто откликнулся на акцию, стал Тимур Арагимов, владелец торговой точки «Таймстрой». Корзинку нам поставили в районе 2 недель назад. Инициативу проявляют пока только организации, люди стесняются или, может быть, пока не усведомлены то, что такая существует акция у нас в городе Ленске. Перечень наименований невелик, но в нем самое необходимое – гвозди, молотки для строительства блиндажей, пилы, топоры, карабины, скотч и перчатки. Ну и первая корзина такая вот у нас получилась.
небольшая, но весомая, потому что стройматериалы дорогие. А в ближайшее будущее будет отправлена машина на передовую, и гвозди, карабины, тенты будут отправлены именно туда нашим бойцам для спасения жизни. Корзина наполняется не так быстро, как хотелось бы, но менеджеры по продаже рассказывают покупателям об акции и предлагают внести свой посильный вклад в приближение победы. Мы помогаем, мы примерно подсказываем, что куда. Люди сами, допустим, баллончики поставили под спрей, то есть они уже сами придумывают, говорят, можно будет их использовать как маскировку. Первая корзина наполнена. Она передана волонтерскому центру «Ленский покров». Уже в начале апреля строительные материалы будут отправлены в зону СВО. С сегодняшнего дня такая же корзина работает в торговом центре «Сами». В скором времени ее установят еще в нескольких магазинах города. В завершении нельзя не сказать, что в аптеках города акция проходит активно. На данный момент собрано 23 большие корзины лекарственных препаратов. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Региональное отделение Всероссийского общества знания открыты практически по всей стране. В Якутии по линии общества проводится множество мероприятий. Это и открытые лекции, и научно-познавательные экскурсии, и встречи научных сотрудников со школьниками. В своей работе региональное отделение общества знания применяет все доступные современные подходы, чтобы донести важнейшие и нужные вещи до молодежи. Все проекты, которые существуют у общества, должны быть интегрированы и в республике. Об этом шла речь на заседании попечительского совета под руководством главы региона Айсена Николаева. На этот год запланированы программы «Знания карьера», где у подрастающего поколения будет возможность познакомиться с карьерными перспективами и возможностями. «Знания наука» – проект, который познакомит молодых ребят с молодыми учеными, их открытиями и разработками и многие другие. Правильная, выверенная информация сейчас очень дорого стоит. Вот в том огромном массиве информации, который сегодня на людей обрушивается, и зачастую, к сожалению, самая недостоверная информация, вот наличие такого просветительского, именно просветительского общества, как общество знания, которое несет и правдивую информацию, объективно разъясняет, почему те или иные события происходят. И делает это все, опираясь на наши традиционные ценности нашего российского государства, оно очень важно. Традиционный день открытых дверей СВФУ посетил 661 учащийся Якутии индивидуальными группами, которых ознакомили с актуальной информацией о поступлении в университет. Участников мероприятия поприветствовал проректор по образовательной деятельности университета Алексей Голиков. По его словам, федеральный университет открывает широкие возможности для развития студентов. Так, в ВУЗе реализуются 11 сетевых образовательных программ с зарубежными университетами. Обучающиеся проходят различные стажировки, а на производственные практики могут выехать и за пределы Якутии. Представители сельскохозяйственных предприятий со всей республики собрались на съезде сельхозкооперативов. В программе съезда стратегические сессии, образовательные семинары, заседания Координационного совета по развитию системы коопераций. О первом дне съезда расскажет моя коллега Марферина Алексеева. Как увеличить объемы производства? Один из основных вопросов обсуждения участников стратегической сессии сельхозсъезда. Регион не полностью обеспечивает себя местной продукцией. Например, объем производства мяса не достигает 30% от общего спроса населения. Молочная продукция почти 55%, а овощи более 40%. Вот задача стоит порядка увеличить примерно в среднем до 60% по всем направлениям нашей самообеспеченности, начиная от мяса, молока, яйца и овощеводства. Мы считаем, что данное общение, реальное общение между муниципальными районами в рамках сегодняшней стратегии, она даст толчок и даст положительное отражение буквально в ближайшие годы. Задача главой поставлена о продовольственной безопасности региона, о независимости других регионов и в целом других стран, поэтому у нас задача стоит серьезная. Цель сессии – выработка предложений по обеспечению эффективного местного производства и сбыта пищевой продукции. Идей и предложений поступило много. Например, разработать программу «Земский аграрий», внедрить товарный знак «Продукт Якутии», а также создание региональных агроагрегаторов, которые помогут с логистикой, документооборотом и сбытом продукции. Ищем идеи хорошие, да. Но никому не секрет, что сегодня местная продукция не совсем иногда бывает, что не отвечает по качеству, но и по количеству тоже, и ассортимент у нас низкий. Вот поэтому мы должны собрать вот все идеи наших
передовиков, да вообще пищевых предприятий. В короткое время можно достичь очень большие и решать большие задачи. Да. Это именно по качеству и продукции, выпускаемой продукции. С этого года увеличены ставки на субсидии молока до 60 рублей за 1 литр. Частным хозяйствам за поголовье маточного скота до 37 тысяч рублей. За содержание одной кобылы до 5 тысяч рублей. Предусмотрены и другие финансовые поддержки сельхозпроизводителям. Напомним, на развитие сельского хозяйства в Якутии в текущем году направлено почти 15 миллиардов рублей. Марфелина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. Нерюнгринскую больницу обновляют в рамках реализации мастер-плана развития города. Для повышения качества медицинской помощи в Нерюнгринской центральной районной больнице производится капитальный ремонт и приобретается оборудование. В этом году планируют завершить модернизацию зданий женской консультации и блока Б больничного комплекса. Досрочный план развития Нерюнгри включает 19 мероприятий по развитию коммунальной, социальной, транспортной и промышленной инфраструктур на общую сумму в 113,5 миллиардов рублей. Перспективное развитие, конечно, мы связываем, и это все знают, это серьезный очень проект компании «Эльга Уголь», который реализуется на восточном направлении нашего района. Появляются новые игроки на карте угольных историй. Это у нас компания «Антрацит Инвестпроект». Сегодня разрез работает, сегодня проведены все необходимые работы и есть подход к Байкало-Амурской магистрали. И сегодня, в следующем году, вернее, мы планируем уже запуск строительства обогатительной фабрики. Очень актуально, совсем недавно указ главы республики вышел о соблюдении норм экологической безопасности. Работу будем совместную проводить для того, чтобы, как говорится, и не перегнуть палку, но тем не менее, чтобы законодательство соблюдалось строго. В Центре подготовки юнармейцев «Дом юнармии» прошла встреча с летчиком-космонавтом России Андреем Борисенко в рамках 3-х межрегиональных юношеских научных чтений. На мероприятии участников была возможность задать вопросы напрямую о космосе. Один из них задала и моя коллега Дарья Короленкова. Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия» уже давно славится своей заинтересованностью в подобных мероприятиях. Около 50 учащихся сегодня узнало о космосе чуть больше. На этот раз выбор локации был не случайным. Хочу сказать, что вот такие встречи вдохновляют ребят заниматься наукой, физикой. И ребята уже будут заявляться на следующих юношеских научных чтениях имени Королева. Поэтому мы обещаем, что наши юноармейцы в следующем году заявятся о себе в научно-практических конференциях. Дети очень заинтересованы космосом, задают очень много интересующих вопросов. Андрей Иванович с радостью отвечает на них. Очень отрадно видеть, что подрастающее поколение не забывает про советских наших космонавтов, про современную космонавтику и активно интересуется. Молодежное движение принимает участие в подобном форуме впервые. Для них такая личная встреча оказалась хорошей возможностью заявить о себе и своих проектах в следующем году. Узнал много про космос. Он рассказал, как они занимались спортом, как у них проходили физические нагрузки, как важно заниматься спортом в невесомости. Но был такой миф, что когда космонавты приземляются на Землю, что им более трудно сделать первые шаги. Но это оказался миф. Возможно, у кого-то есть такое, что им делать первые шаги тяжело, но на самом деле им более тяжело равновесие держать, так как они еще не перестроились к Земле. Почетный гость, российский летчик Андрей Борисенко, рассказал юным патриотам, каково это быть в самом далеком от нас месте. Он уверен, что в будущем Якутия сможет подарить своих личных космонавтов. Андрей Иванович настолько понравился ребятам, что они еще долгое время не хотели его отпускать. Видел, как горят глаза, я слышал те очень хорошие вопросы, которые они задавали. Очень часто вопросы были не по возрасту, гораздо более серьезные, чем можно было бы ожидать от ребят. И меня это очень радует. Я уверен, что такие встречи необходимы, очень необходимы и ребятам, чтобы они узнавали бы новое, в том числе и о нашей профессии, но и взрослым тоже. В частности, для меня тоже важно понимать, что у нас подрастает отличная смена, которую, собственно говоря, потом мы и передадим в чьи руки нашу Россию. В рамках чтений пройдут проектные секции, мастер-классы, тематические занятия и научные лекции. Ну а 28 марта все завершится торжественным закрытием, где лучших наградят медалями. Дарья Короленкова, Григорий Охлопков, Якутск.
На старт, внимание, марш! Впервые в республике стартовал кубок по гонкам дронов среди школьников и студентов. Принять участие пришло 37 спортсменов, среди которых как опытные операторы летательных аппаратов, так и новички. Само соревнование проходило по двум дисциплинам. Первое – это техническая симуляция полета, а второе – уже сами гонки. За ними наблюдал и мой коллега Аманотов. Размер стандартных скоростных дронов составляет 75 мм, что помогает операторам ловко маневрировать между препятствиями. Задача спортсменов, не задев обручи, пролететь как можно быстро. Весь заезд проводится строго в виртуальных очках с видом от первого лица. Помимо гонок на дронах, также еще состоялось соревнование по технической симуляции гонок. Тут также необходимо без препятствий финишировать трассу первым. Участники признаются, что лететь в симуляции намного проще, чем вживую пилотировать дроном. Около недели 3 дома сам. И налетал около 20 часов. Меня пригласил друг поучаствовать. Сказал, можем поиграть, поучаствовать. И если выиграем, будет хорошо. Я удивлен и я доволен тем, что как пролетал я сам и как участники летают. С появлением нового спорта гонки дронов в стране в Якутии появилась своя спортивная федерация по данной дисциплине. В начале года Якутия выиграла в конкурсе на реализацию федерального проекта стимулирования спроса на отечественные беспилотные авиационные системы в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Это позволило республике проявить инициативу в создании высокотехнологических отраслей, востребованных для региона. На данный момент ведется оснащение 17 школ и 1 колледжа республики всей необходимой техникой для дальнейшего развития молодого поколения в области пилотирования дронов. Кроме самих соревнований будет деловая программа. Мы будем рассматривать программы развития кружков на базе школ. И есть выставка. На выставку приглашены профессиональные образовательные организации, те, в которых есть модули по БПЛА. Это очень активно у нас горно-геологический техникум, это Алекминский техникум, это транспортный техникум, это сельскохозяйственный техникум. Владение навыками управления дронами обеспечивает молодым людям доступ к широкому спектру возможностей, включая участие в инженерных проектах, исследованиях, а также в решении задач в таких областях, как агрокультура, геометрия, архитектура и так далее. По итогам Кубка победители будут награждены медалями и грамотами. Аманотов, Семен Семенов, Якутск. В Алдане лыжники определили самых быстрых в параллельном слаломе. На старт заключительной дисциплины вида горнолыжный спорт заявились 36 участников, представляющие 13 команд из разных районов и городов республики. Спуски проводились с одновременным стартом 2 спортсменов, пары которых были составлены путем жеребьевки. Итоговые результаты соревнований по горнолыжному спорту по итогам всех 3 дисциплин будут объявлены сегодня вечером по итогам заседания судейской комиссии. Трасса достаточно для катания для новичков, так и для профессионалов. То есть и тем она подходит уже. Так как я выступаю по сноуборду и горным лыжам, у меня есть база от сноуборда, и на лыжах уже становится более легче поворачивать влево-вправо. Настроен на победу, только победу. Все профессионалы у нас в команде. Скорее всего, первые места займем. Точно призовые. Сегодня среди горнолыжников выявляли лучших в специальном слаломе. Он представляет собой не скоростную, а техническую дисциплину. В состязании по итогу будут выявлены 4 чемпиона в разных возрастных категориях. Продолжит тему Светлана Трофимова. Сильно не садись, снег очень мягкий достаточно, поэтому лучше стоять повыше. И все получится. Перед стартом тренеры дают последние установки, и по команде судьи участники начинают спуск. Спортсмены проезжают через ворота на высокой скорости. Перед ними стоит задача корректно проехать трассу за наименьшее количество времени. Сложнее удается справляться с этой задачей спортсменам из тех районов, где нет подобных баз. У нас спортсменов 26. Мы участвуем в 6 видах. Конечно, у нас трассы нету горнолыжной, поэтому каждый раз
уезжаем в Нерюнгри, на сбор отправляем. Рассчитываем на призовые места. Мы не унываем, мы все равно будем терзаться. Наши ребята настроены очень хорошо. На текущих соревнованиях выступает множество молодых участников, которые голодны до побед. Ориентиром для них служат опытные спортсмены, за плечами которых не одна спартакиада. Это моя 4-я, наверное, спартакиада, в которой я выступаю как участница. Вчера был слалом, я стала бронзовым призером. Сегодня специальный слалом. Но так как у нас рельеф такой своеобразный, и поэтому у нас такая комбинированная трасса, это более частые ворота, то есть более короткие и частые повороты. Вот. Ну, сложнее, я думаю, сегодня будет. О, Маруся. А это моя дочка. Она вчера заняла 2-е место. Я ей слегка уступила. Ну, конечно. Маруся, а сегодня у тебя тоже соревнования? Да, сегодня тоже участвую. Снова собираюсь обогнать матушку. По предварительным данным, наибольшее количество наград в этой дисциплине завоевали спортсмены из Алданского района. В их активе 4 медали, в том числе 2 золота и 2 бронзы. Светлана Трофимова, Ренат Нахиев, Иннокентий Соловьев, Алдан. В апреле с новой прической Якутск посетила известный технолог фирмы «Формавита» Ольга Терентьева. Она поделилась не только информацией о новых трендах в области парикмахерского дела, но и о уникальных техниках. За ловкостью рук следила моя коллега Вероника Таюрская. Специалисты в области парикмахерского искусства не остаются в стороне и время от времени оттачивают свои профессиональные навыки. Один из салонов красоты столицы Якутии проводит ежегодный профессиональный семинар. В этом году была приглашена ведущий технолог фирмы «Формавита» Ольга Терентьева. Под ее руководством участницы семинара научились создавать разнообразные оттенки для окрашивания, изучили типы волос, состояние и структуру. С «Формавита» я уже знакома то есть сотрудничаю я уже более 10 лет. Сегодня у нас проходил семинар, как делать разные коктейли, бани, новые новинки и новые техники окрашивания. Конечно же, и самое такое главное – это авторская техника окрашивания Ольги Терентьевой. Конечно, буду применять их на практике своих клиентов, чтобы они были довольны и уже обучались новым, не обучались даже, а применяли. Я буду применять их уже на клиентах. Организаторы отметили, что мероприятие в республике проходит более 7 лет и является одним из долгожданных событий для специалистов в области парикмахерского искусства. Из года в год они отслеживают тренды и привозят лучших специалистов своего дела. В этот раз обучение проходило 2 дня и собрало 17 участниц не только из города Якутска, но и из улусов республики. Обучение проходит в 2-дневном режиме. Утром теория, после обеда практика. Обучаются мастера новым технологиям, лечению, спа-уходам и, конечно, окрашиванию. Почему? Потому что без профессиональной косметики профессиональный мастер не сделает качественную услугу, а потребность клиентов сейчас, запросы очень сильно растут. Соответственно, мастера должны соответствовать сегодняшнему духу, сегодняшнему тренду, а без семинаров такого роста не будет. Благодаря проведению семинаров с приглашением ведущих специалистов в области парикмахерского искусства у якутских мастеров появляется профессиональный рост, а у местных жителей возможность сходить к опытному парикмахеру. Вероника Таюрская, Григорий Охлопков, Якутск. Белые медвежата-близнецы впервые вышли на свежий воздух в зоопарке Ортодайду. Напомню, в декабре прошлого года стало известно, что пара белых медведей, Колымана и Ломоносов, вывела потомство 2 белоснежных малышей. Несколько месяцев они находились вместе с мамой в закрытом вольере, и сотрудники зоопарка могли наблюдать за ними только по камерам видеонаблюдения. Но с потеплением на улице медвежата вместе с мамой совершили свою первую вылазку. Как оказалось, близнецы разнополые, мальчик и девочка. Удалось также установить и дату их рождения, 4 декабря, то есть сейчас им почти 4 месяца. Малыши весят более 10 килограмм каждый и ежедневно прибавляют в весе за счет питательного молока матери. Также они уже начали пробовать твердую пищу, которой питается сама мама. Осталось самое важное – придумать им имена. Значит, мы подготовили конкурс совместно с опекуном белых медведей, с компанией «Роснефть», конкурс имен. И уже ВКонтакте зоопарка выложили на странице, как необходимо отправлять, на какой адрес электронной почты необходимо отправлять свои предложения. И очень просим, чтобы именно предложения, имена
для медвежат. Писали в теме письма. Ну, это для облегчения работы, да. То есть мы открываем ящик, сразу видим предложение, и тогда вести нам учет и запись легче. Поэтому такая просьба в теме письма указывать имена. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.